Привет, привет! А почему картошка выходит неравномерно? В один день сажаешь, комары как вертолет, кусают страшно. Вот тут этот осот, или как он называется, очень противный сорняк. И урожай такой был прекрасный, но все, я зарекся. Больше я гербицидов, друзья, не буду поливать часто. Это бандит опять на грядке. Пожелтел чеснок. Ну, сейчас жарко, да, не очень там. Вот если именно кто-то ждет этого, ну, получается, что не дождется. Всем привет и друзья. На участке нахожусь. У нас сегодня такой день. Градусов, наверное, 28 по 30 в тени это. А на солнце и вообще, наверное, очень жарко, потому что, видите, жарко, я отсюда убегу. Маша вышла в огород, и я просто вышел на улицу и поснимаю, что есть. Вот такой день у нас начался. Я, конечно, Маша-то раньше вышла, я, конечно, чуть попозже уже вышел, но тоже поснимаю, как и что она там делает. Покажу, что там у нас, какие всходы появились или не появились. Все расскажу, все покажу. Поснимаю. Вот такой, как говорится, день начинается. А вот и Мария Олеговна. Маша, привет. Всем привет. Я тебя поснимаю немножко. Чем ты занимаешься? Слишком жарко. Жарко, да? Да, даже в майке жарко. Ну, у нас период такой. Вот этот участок возле дороги, он сухой очень, песчаник. Его посадили раньше, потому что он сухой был. Как спахали, так и посадили. Сейчас машина проедет. И вот такие всходы уже появились. О, картошка. Ну, все равно, Маша, как говорится, то там, то сям вышло, да? Неравномерно почему-то выходит. Каждый год у нас такой. У других так посмотришь, да, у всех как будто по линейке все вышло в ряд, в один рост. А у нас не так. Я не знаю, в чем причина. Может, кто-то из, которые вот знает, вот это, почему картошка выходит неравномерно. В один день сажаешь, то где-то выходит, где-то... Хотя все от росточки все одного роста были, да ведь? Кто говорит, не с головой надо сажать. Картошка как бы в земле, она поворачивается. И только выходит. Не с головой. Некоторые не с головой так говорят. Ну, не знаю, слышно или нет тебе потом далеко, да. Вот Маша говорит, что не с головой, говорит, надо сажать. Не знаю. Я понял, я понял. Потому что бергече пасья картополи сектен, его лишти. Короче, вот такие грядки у нас. Маша здесь мусор собирает, потом кусторызом там тоже, не кусторызом, плоскорызом, кусторызом говорю. Плоскорыз вон там в борозде валяется. Катерина будет помогать, если выйдет. Просто она сейчас домашними делами еще занимается. Вот. Благодать на улице, если так подумать. Это не зима, да? Хорошо. Вчера была пасмурная погода, а сегодня вон какая жара. В основном вот здесь вышла лебеда. Но лебеда, она собирается очень, ну, легко. А вот осот, по-моему, да? Угу. Мы с тобой спорили в прошлом году, помнишь? Да. Ну-ка вот, дергай, вот там, как раз рука у тебя. Я уже не мыли, но чего гамашка нужен, но... Ну, потому что когда в этом году трактором пахали, все корни порезали. Трактор глубоко пашет, и осот в этом году вот с этого грядки вытаскивается нормально. Ну, и все равно остается, конечно. И он разрастается.
скотина такая, разрастается. И потому что все время пашем лебедкой. Если пахать трактором, ее корни рубятся глубоко, потому что трактор глубоко пашет. А лебедка, она все равно не очень глубоко пашет. Вот. Ну, в основном, я вот смотрю, все зеленое, это все лебеда. Лебеда. Ты знаешь, что лебеда тоже там как-то кушают ее, да? Я не знаю. Вроде как, да. Слышите, везде птички поют. Красота. Ушел в тень, друзья. Сижу в тенечке. Здесь под черемухой. Здесь, ну, как бы не печет. Ну и вообще хорошо. Ветра сегодня нету совсем. Вот. Давненько такого, ну, так сказать, лета не было именно в июне. Июнь в этом году. Сейчас. Живем возле дороги, да, все время кто-то едет, вот, шумно. В июнь в этом году очень, так сказать, хороший выдался. Настоящий, по-настоящему летний такой. Жара вот по 30 градусов. Сухо. Конечно, там для растений нужна водичка, конечно, дождь нужен. Уже все там говорят. Дождь, да, дождь нужен. Ну, не знаю. Обещают вроде пару дней немножко такого моросящего дождя. Ну, не знаю, получится или нет. Если вот честно по мне, да, пускай будет, ну, тепло. Потому что так надоела эта зима. Сколько там мы лето-то видим, считай, июнь, если получится, и июль, август, это уже, считай, осень. Ну, тепло еще, но, как говорится, после 2 августа, после обеда уже осень считается у нас на севере. Вот и считайте, что вот эти 2 месяца нужно использовать по полной, так сказать. И растения то же самое делают. Каждый старается быстрее расти. Вот у нас уже картошка-то появилась, хоть и поздно посадили. Думаю, как и в другие года, не отстанем, урожай будет. Вот. Потихоньку все идет своим чередом, так сказать. И неохота и из-под тени выходить. Вечером, конечно, хорошо. Вечером вообще благодать такая. Ну, тепло, солнца уже нету. Но вы знаете, комары, мошкара, комары выйдут. Прям комары как вертолет. Кусают страшно. И тоже не очень-то и охота из дома выходить вечером. Вот. Этот участок тоже, вот большой участок, который тоже от зеленый ковер такой. Надо прополоть, сорняки убрать. Фронт работы очень большой. Это не одним днем получится все равно делать. Очень, так сказать. Ну, картошка вышла, она вот здесь еще как бы она мелкая. Видишь, сорняков. Вот там картошка по-разному вышла. Вот тут этот осот, или как он называется. Очень противный сорняк. Прям противный. Это еще надо убрать вот эти осот-то. Порубить, убрать. Картошка будет... Потом, когда вот прополишь, картошка очень сильно в рост идет. Ну и, само собой, дождь немножко нужен. Еще высохло. Вот я не знаю, в чем причина. Такой зеленый ковер, ну, обычно бывает, когда такая летом с дождями, такая теплая с дождями. В сухую погоду вот этот лебеда, да, не очень-то и выходит.
А в этом году почему-то очень много вот этого всякого лебеды. Ну, мокрыцы нету. Мокрыца, она тоже противная. Очень противно убрать ее. Лебеду легче убрать. В один год, помню, ну, видео-то есть на канале, обрабатывали гербицидом. Вот тогда сорняков не было, вообще не было. Но мы допустили ошибку и не выдержали период такой, карантинный период, чтобы не окучивать. Не прошло вот у нас достаточно времени, там, я не знаю сколько, 2 недели, что ли, нельзя окучивать. Мы окучили, и земля попала, вот эта обработанная земля попала на листья картошки. И был такой мощнейший ожог на всей территории вот этого участка. Картошка вся пожелтела, почернела, и вылечили гуматом, и я не знаю, какой-то, ну вот в питомнике у нас в Сыктывкаре есть питомник, да, станция вот этих там, ну, вот, саженцев, да, чем они там занимаются, опытная станция, или как она называется правильно, вот оттуда нам помогли. Большое спасибо, вот никак еще не поблагодарил, прошло 3 года, а я все, вот такой я неблагодарный. Вот тогда урожай собрали мощный урожай собрали, а спасли, мы уже все думали. У меня товарищ Олег, я ему видео выслал, показал, говорю, вот с картошкой что случилось. Он говорит, ну, Серега, говорит, наверное, в этом году, наверное, уже все, ничего уже тебе не поможет. Там один вот эти стебель у картошки остался, а все, больше ничего не было, никаких листьев. И вот прям как будто обжегся картофель. Я потом я не знаю, я думал, я сначала не подумал на гербицид, а потом они мне с опытной станции сказали, вышли мне картошку, мы прямо коробкой картошку эту отвезли, сказали, что ожог, химический ожог, дали вот гумат и вот, я не знаю, какое-то другое там растение, не растение, а лекарство. И мы обрызгали, сначала ничего вроде, а потом как пошла в рост вот эта зелень, зеленую массу обратно набрала, шикарно. И урожай такой был прекрасный, но все, я зарекся. Больше я гербицидов, друзья, не буду поливать участок. Хоть я тоже подумал, что девочкам я помогу. Купил этого гербицида, там сестра привезла, еще там обработали. Ну, получилось, что работаю 2 раза больше. Все, больше не буду обрабатывать. И тем более почитал в интернете, он очень вредный. Очень вредный. И лучше, наверное, без этого гербицида домашнюю картошку будем кушать без химии. Из удобрений навоз, ну вот туда еще ому почему-то посадили для привычки, что ли, не знаю. И все. Лучше, наверное, домашняя картошка должна быть без гербицида. У меня такое сложилось теперь, уже после использования гербицида, устойчивое мнение. Меня никто не сможет переубедить теперь. Все. Потому что на своей шкуре испытали, что такое гербицид, что он может делать. Вот так. И сейчас мне, может, напишет кто-то, что вы не по инструкции, не все делали в точности, в соответствии, как было написано на упаковке. В точности, до миллиграмма. Раствор сделали, также обрабатывали. Единственное, мы не выдержали 2 недели, что ли, там пауза всего, где-то, наверное, прошла 10 дней от использования, от опрыскивания. Привет, привет! Мария заметила, что я снимаю ее. Немного поснимаю, оказывается. Мы ждем, вернее, я жду Катерину на огороде, а ей мама дала задание покрасить ножки от стола. Ножки уже совсем состарились у стола, и Катерина красит. Катерина красит белая эмаль
Это ножку, это совсем новая ножка. А я сейчас вот сюда покажу участок, который всегда очень здесь грязный. Мы привезли сюда шлак, одну телегу шлака. И вот смотрите, все как асфальт. Как асфальт. Но все равно туда надо земли еще и еще пару машин шлака. И вообще четко будет. Так, поснимаю еще Катерину. Она закончила красить, и он плоскорезом обрабатывает, культивирует, и как правильно по-русски сказать, грядки. Плоскорез хороший инструмент так-то. Мелкие вот этот сорняки рубит, режет. А Маша руками по старинке убирает. Это поле еще, Маша, ничего. То здоровое вообще очень сильно сорняками. Вообще. Да, это более-менее. Малышка ко мне подошел. Долго не засиживается, сразу уходит. Куда пошел? Малыш. Ну что, этот участок, вот, который возле дороги, который полностью, пахали с трактором полностью. Все, вот, мусор. Не мусор, у нас называется йог. Мусор все время переводится как йог, потом и вот говорю, что мусор. Сорняки, полное ведро. Это уже, наверное, не первое ведро, да, Вед? Второе ведро. Ну, вот этот участок не очень сильно, конечно. А потом уже, наверное, что, Маша, зайдем чайку попьем, да? Да. Надо будет чуть-чуть подать. Ну, Катерина делает последние штрихи. Там есть яма, куда это все выкладывает Маша. Это сорняки, да, что-то там. Там яма выкопана за забором. Вот бандюган опять по грядке за Машей гонится. Ой, бандит такой. Бандит такой, маленький бандит, но очень милый. Все любим его очень.
Скоро уйдет с нашего двора. Пока свободный. Пуятик. Потом уйдет с нашего двора. И все. То кот, то собачка, да, Маша? То кот, то собачка. Да, мужья. Муть-гумук, муть-камак те, муть-камак, муть-камак. Щук. Вон котет был, мамы дара. Да, мама там волнуется. Вон мамы дара был Вон. котет. Мама волнуется, ждет. Куда-то сыночек ушел. Вот тебе, Дилян, ты смель. Ты смель. Да? Ты смель. Смотрит. Здесь все в порядке, Айда. Все в порядке. Курчасан. Дело уже после обеда. Я выехал чуть позже, я подольше обедал, чем Маша и Екатерина. Вон, смотрите, пока я долго обедал, вот этот участок возле амбара почти все убрали, мусор и пропололи. Видите, он такой же был зеленый. Вот, ну там вот разницу видите. Вот смотрите, зеленый ковер. Видите? Вот этот участок, видите, зеленый ковер. До туда убрали. Ну-ка! Это бандит опять на грядке. Опять на грядке. И клубнику сейчас все потравит и... Иди. Что за бандит настоящий? Ой. Надо его на привязь уже его надо. Или вольер, кумка. Ай. С ним его ругают, а он думает, что его зовут. Он. Наша ругает, а он думает, что зовут. И по грядкам, и по грядкам. Иди до мамы, иди. Кыш. Ну, короче, девочки, что смогут вот этот участок, на этот участок уже точно переходить сегодня не будут. А вот этот участок закончат. Потому что еще баню надо растопить, потом полить грядки вот эти маленькие. А, я же хотел еще и там показать, что и как там на грядках. Ну, на грядках толково еще ничего не показать. Вот картошка только появилась. Вот росточки такие. Видите? Только росточки появляются. Пропололи. Вот дождик будет, он прям как полетит бы картошка сразу. Вот. Ну, из грядок, ну вот потихоньку зацветает клубника. Потому что жарко и потихоньку, правда. Ну, у нас она в небольших количествах. Чисто вот покушать в свежем виде там. Не очень там пироги, причем вот один раз, по-моему, там пекли, понравилось так точно, но очень вкусный пирог был. Ну, клубника. Там что-то свекла, по-моему. Свекла. Потом здесь кабачки, что ли, я не знаю даже. Вот на вот этих еще ничего не могу сказать, что и где. Потому что ничего еще не вышло. Вышло, правда, но очень мелко, надо там разобраться, где сорняк, где надо убраться. И вот вижу такую проблему, пожелтел чеснок. И понившие так поспрашивали, да в этом году у всех пожелтел он почему-то. Ну, будем там разбираться, что и к чему, и что может помочь. Чеснок пожелтел, да. Верхушки, вот, ну, традиционно, наверное, вот так и он желтеет, когда что-то не так. Вот. А так потом еще
особенно ничего показывать-то еще нету. Эти мелкие вот эти там морковка, да, что-то, ничего еще нету. Есть она, очень, очень маленький. Надо просто приблизиться очень близко. И когда уже так и будет высоко разобрать. Там где-то зеленый лук Маша посадила, вот он, наверное. Да, он вот такие всходы дает. Тоже лук посадили чисто покушать. Зеленый лук такой. Вот. Потому что прошлый год что-то лука слишком много, ну, выбросилось, что ли, червивый стал. Ну, потом еще нас тогда спутало это коронавирус. Это все спутало. У соседей музыка играет, да не знаю, вот слышно, нет на камеру, там бум-бум-бум-бум. Грядку девочки закончили эту. А вот теперь баньку будут топить. Сейчас Катерина воды натаскает. Потом мама натопит печку и будут париться. Вот. Водички занесла Катерина, а дрова Мария Олеговна сейчас занесет и растопит баньку. Ну, сейчас жарко, да, не очень, там ну, немножко там надо один раз растопить, и вода быстро нагревается очень. Но, друзья, баня растопилась. Вон, смотрите, как дым идет. Вечер. У нас уже после работы девочки будут париться. Классно. Деревенская банька. С веничком березовым. А топить долго не надо там. Ну, через час уже все можно. Там жар такой будет, что двери открывать придется с бани. Мария там маленькие грядочки поливает лейкой. Шланг, я говорю, давай установим шланг. Говорит, мне так удобнее. Но все равно завтра или куда-нибудь проведу я этот шланг для полива. Надо уговаривать шланг провести. Не разрешает почему-то. Ну, она вот этим занимается потом. Ну и все потом. И этот не заходит в дом. Бандит. Тоже гуляет днями и ночами. Ну, как гуляет? Работает тоже. Он каждое утро там на веранде приносит мышей. Каждое утро убираем. Пару штук аж за ночь приносит. Вот такой малышка наш.
рыжий. Ну что, друзья, буду заканчивать это видео уже потом. Ну, сегодня поснимал вот как целый день там работают девочки. Девочки работают, я просто показал, поснимал, что и как на участке у меня у нас. Просто если кто-то скажет вот там вот типа что не помогаешь, да что да. Если вот вы, ну вот зритель ждет от меня, что я там что-то я буду делать или что, это ну как бы не получится у меня вам это показать, как я что-то сам работаю, понимаете? И вот если именно кто-то ждет этого, ну получается, что не дождется. И многие там говорят, лучше, ну типа помогай там девочкам, да что да. Ну как могу, я помогаю. А вот на фильмах все ж таки я просто снимаю, как мы живем в нашей деревне, и все. Конечно, основная тяжесть это все на девочках. На Маше, на Кате. Настя приезжает, сестра помогает. Родители тоже уже пожилые, состарились. И все-таки вся тяжесть деревенской вот такой потуги лежит на наших девочках. Вот. И это я буду снимать, и хоть меня ругайте, не ругайте, называйте болтуном, еще чем-то, я это буду снимать и показывать. Вот, ну, тематика такая. То Маша готовит, я снимаю, то Маша на грядке, я снимаю, то Маша еще чем-то занимается, я могу снимать там, или Катюша там, если позволит съемка. Прошлое видео там вольер собрались убрать. Я спросил разрешения у Катерины. Я говорю, можно я, Катюша, поснимаю тебя? Ну, как вольер там, как чем почистили. Она говорит, пожалуйста, снимай. И я поснимал. Вот так. Ничего такого, вот, чтобы я там комментарий был, что типа на месте Катюши я бы послал, ну, куда подальше этого комментатора. Но у нас все обоюдное согласие, как говорится, с Катериной. И все у нас хорошо. Дальше, что еще? Картошка вышла, клубника зацвела, мелкие культуры понемножку тоже начинают выходить. Чеснок пожелтел. Я не знаю, ну вот, будем там что-то делать, конечно, чтобы он, может, стал нормально обратно. Вот. А дальше тоже ждем уже окучивания картошки. Будем окучивать. Я тоже поснимаю, как и что, какие, ну, ширины там, окучник тоже покажу, как, хоть и не раз показывал, но все равно буду снимать. Вот так. Вечер прекрасный, вы, наверное, слышите, птички поют. Да, птички поют, очень классно. Вот, топится баня деревенская. А я говорю вам до свидания, до новых встреч на нашем канале. Встречайте рассветы и смотрите наш канал, если вам, ну, как бы интересно. Всем пока.